Мы изучили все версии его исчезновения и лишь сильнее запутались. Но все равно это не объясняет выдающейся Мишкиной меткости при приземлении. Мы отыскали сказочный лес из песни и даже расставили там ловушки, но опоздали. Теперь надежда только на них. Шаманы всей страны уже завтра при помощи древней магии вызовут дух неуловимого олимпийского Мишки и заставят его поделиться удачей со спортсменами. А сегодня узнаем, живет ли спортивный дух в тех, кто готовится вызывать дух медвежий. Утро якутского шамана Кулана начинается с 5-километрового кросса до священной горы, где он медитирует. Внимание, смотрите и повторяйте. Шаманская зарядка. Ну а если серьезно, занятия духовными практиками требуют недюжинной силы и выносливости. Тоже общение с великим медведем способно затянуться на часы. Когда тело, оно отстает от духовного, это очень такой тяжелый груз, который сдерживает человека. При этом диету Кулана никак не назовешь спортивной. На столе у него вообще нет углеводистой пищи и редко бывает мясо. К примеру, сегодня на завтрак отварной рис плюс легкие салаты. Питаюсь в основном мясом жеребятины, якутской жеребятины. Это очень чистое мясо, потому что наша лошадь, она пасется на природе. Он может мотивировать на победу, а может эту победу приманить. Впрочем, Кулан признается, все те чудеса, которые он творит с людьми, чистая психология. В своих ритуалах шаман использует музыкальные инструменты. Так хомус привносит в душу гармонию. Барабан же его Кулан, вероятно, также задействует в завтрашнем обряде, настроен по-другому. Барабан и бубен, они более такие грубые, они больше воздействуют на физическое тело человека. Вообще-то шаманы телевизор не смотрят, но как же пропустить Олимпиаду? Кулан до армии сам занимался борьбой, поэтому следит за успехами наших на ковре. Еще персонально он болел за свою землячку, лучницу Кристину Тимофееву, которая, к сожалению, уже завершила поход за медалями. Вообще, стрельба из лука – это одна из самых очень таких духовных видов спорта. Конечно, шаманить за любимую спортсменку Кулан не пробовал, это не спортивно. Другое дело – чуть помочь всем олимпийцам в Лондоне. Завтра одновременно с шаманами из Тувы, Бурятии, Москвы и Астраханской области он будет взывать к великому медведю Адых Хайракану. Развязка близится. Евгений Леснов, все включено.